Медицинского страхования с рождения получает каждый россиянин. С помощью этого документа можно получить бесплатную медицинскую помощь. За обслуживание в больницах платит государство. Но что делать, если заветный документ испортился или просто потерялся? Мы решили обратиться в Сахамедстрах, чтобы узнать все о медицинском страховании и, наконец, получить полис. На самом деле, чтобы получить полис обязательного медицинского страхования, необходимо просто подойти с паспортом в выбранную страховую организацию. В случае с Сахамедстрахом клиентов ждут сразу по нескольким адресам, а также в 54 пунктах выдачи по всей Якутии и Магаданской области. Здесь вы предоставляете данный паспорт, свидетельство пенсионного страхования, то есть СНИЛС, и получаете временное свидетельство. Оно действительно в течение месяца. Через 30 дней вы сможете обменять эту бумагу на оригинальный полис. Но в чем его плюсы? По полису обязательного медицинского страхования каждый гражданин имеет право на получение бесплатной медицинской помощи на территории всей России в рамках базовой программы, независимо от того, в каком регионе он получил полис, и на территории своего региона в рамках территориальной программы. Вообще в программу обязательного медицинского страхования входят практически все заболевания, кроме социально значимых, это наркологических, психиатрических, туберкулеза и СПИДа. Получая полис ОМС, гражданин фактически заключает договор страхования, который защищает его от рисков, то есть от предполагаемых событий, при наступлении которых необходимо оплачивать медицинскую помощь. Такими событиями могут быть травмы, болезни, иное состояние здоровья, а также профилактические мероприятия. Другими словами, обязательное медицинское страхование – это система защиты наших интересов в охране здоровья. Ежегодно из бюджета страны в территориальные фонды медстрахования выделяются немалые суммы. Именно на эти средства государство обеспечивает наше лечение. Сумма складывается из страховых взносов работодателей. Выплаты за безработных граждан производятся за счет регионального бюджета. Мы привыкли, что медицинские услуги в больницах по полису бесплатные. На самом деле все они имеют свою стоимость. В 2013 году на лечение одного якутянина приходилось 18 тысяч рублей, в 2014 году более 20 тысяч рублей, а в 2015 году 22 тысячи рублей с лишним. К примеру, поход к терапевту оценивается в 600 рублей, консультация эндокринолога – больше 1000. Таким образом, за прошлый год через Сахамедстрах поликлиники и больницы получили 15 миллиардов рублей. Это 500 лечебных организаций республики и Магаданской области, с которыми заключены договоры. Отметим, что Сахамедстрах – единственная государственная страховая медицинская компания на территории Якутии. За 20 лет работы она застраховала 82% всего населения нашего региона. У компании 3 крупных филиала в городах Нерюнгри, Мирный и Магадан, а всего по стране разбросано 34 подразделения. Ну как Сахамедстрах выглядит изнутри? Всего в компании трудится 200 специалистов. Они распределены по 14 отделам. Связь между работниками осуществляется с помощью компьютеров. Все основные виды работы происходят там, в виртуальной реальности, в специально разработанных программах. В момент сотрудники компании работают с 44 программными продуктами, среди которых 11 – это авторские программы, собственное производство, и 33 – это приобретенные лицензионные программы. Все действующие программы постоянно и непрерывно обновляются и поддерживаются. Наша основная информационная система, которая позволяет вести деятельность по обязательному медицинскому страхованию в нашей республике, это такие базы данных, как единый регистр застрахованных лиц и реестр оказанной медицинской помощи застрахованным лицам. Системы полностью защищены от любых правоправных вмешательств, в то же время являются современными и удобными решениями для ведения деятельности ОМС у нас, в нашей компании. Далее отправляемся в один из самых интересных отделов – защиты прав застрахованных. Оказывается, если вы недовольны услугой, полученной в поликлинике, вы можете обратиться в Сахамедстрах. По всем поступившим жалобам проводится экспертиза оказанной медицинской помощи. В случае выявления нарушений принимаются меры по восстановлению нарушенных прав.
Только за прошлый год поступило 190 жалоб. Из них в 127 случаях действительно были нарушены права. Страхованные могут обратиться в любое время по телефону горячей линии или в любой из наших филиалов или представительств в районах и непосредственно в отдел защиты прав застрахованных. Существуют судебные и досудебные способы защиты прав застрахованных. К примеру, наш застрахованный обратился с письменным заявлением о возмещении денежных средств за приобретенный препарат. Лекарственный препарат был приобретен в период лечения в дневном стационаре по назначению врача. Экспертами нашего отдела проведена экспертиза, и в ходе которой выявлено нарушение прав застрахованного лица на ограничение прав на бесплатную медицинскую помощь. В результате этого больница на досудебном уровне возместила полностью все расходы застрахованного лица. А уже в отделе персонифицированного учета происходит контроль за доставкой и получением полисов. Все документы печатаются в Москве и еженедельно отправляются в Сахамедстрах. Здесь работники получают коробки с полисами, подсчитывают их и отправляют в главный офис. Уже там их распределяют по улусам и городам. Сразу после этого будущие хозяева полисов получают СМС-сообщение о том, что они могут подойти в офис и забрать готовый документ. Спасибо. И вот заветный документ. Как и обещали, 30 рабочих дней, и теперь я могу болеть на здоровье. Ну что ж, пойду в поликлинику обновлять документ.